как раз расскажешь про ТикТок сегодня. Я вообще в ТикТоке не шарю. Да, мне нравится ТикТок. Да? Я там тоже не так недавно сижу в ТикТоке, и мне, в принципе, нравится. Такой хороший инструмент сторителлинга. Мне нравится на казахский ТикТок. Конечно. Он очень креативный. Не, казахстар креатив, ТикТок. Именно как будто для них он был создан. Да? Да. Это столько приколов нахожу. Да? В Чем? чем? Прикол же ТикТока в том, что до аулов дошел. Да? Ауылда ТикТок қарайды. ТикТок түсіреді. У них звезды, да, есть тиктокерские, которые популярны именно там, да? Интересно. Ты пропустил этот момент уже? Все уже? И вот теперь вот живу каждый день и плачу, блин. Привет, это Кан BCK. Последние 2 года мы строим свой дом. Мы шли к этому долго, и, если честно, мне даже не верится, что ремонт уже закончен. Большая стройка подразумевает большие покупки. Самым первым приобретением для нашего дома был телевизор LG QNET 75 дюймов. Так как я сам режиссер, и для меня важно, чтобы дома, где я чаще всего смотрю кино, был лучший телевизор, и сегодня мы его открыли. Мама, смотри, новинка 2022 года. Почему этот телевизор? Потому что тут новая совершенно технология QNET, ее не было еще в прошлом году. Это сочетание Quantum Dot и NanoCell. Сочетание этих технологий позволяет вам смотреть контент не только с более глубоким черным цветом, но и обеспечивает невероятное качество ярких цветов. А значит, тут цвета достигают максимального объема. Это значит, что такой тонкий и красивый телевизор теперь может быть 75 дюймов. Мне кайф телек. Телевизор шикарный просто. Да, я знаю, что тут LED-дисплей. У меня насмотренный глаз, я умею различать цвета. Я понимаю, что LED-технологии тут улучшили так, что, пожалуй, это максимально близко к OLED-дисплею. А значит, то, что нужно. А нам пора смотреть наш фильм. С вами был Кан BCK. Смотрите хорошее кино. Смотрите кино на классном телевизоре LG QNET. Я думаю, мы с этим телевизором подружимся. В шоке. А это тоже снимается, да? Там платят за это, да? Я не платят там за это? Нет, конкретно в самом ТикТоке не платят, но можно сделать так, что платили. Как сделать? Ты можешь Да, придумать? Слушай, бастапкет такой? Басапкет кепс. Я знаете, как... Забирай. Утивера, айта веримся. Короче, я каждый раз ваш подкаст смотрел, пацаны, и у вас же этот джингл есть. Друстап Амандас. Замандазом. Да, ни разу не видел, чтобы кто-то нормально здоровался, так что... Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ну, Мы вот так здороваемся сделать. вне кадра. Да, Друстап, Амандас. Про ТикТок, конечно, можно много чего рассказать. То, что он вообще... Я сегодня видел новость, что ТикТок будет на казахском. Типа официальное приложение переведут, откроют офис в Астане, в Алмате. Вот они, был какой-то форум, и они там об этом объявили официально. Как ты относишься к новости, что вот сделали форум, собрали всех тиктокеров перед нашим президентом Касым-Жомарт Токаевым? Когда это было? Вчера? Ну, всех собрали в Угандым, я что-то вообще об этом не слышал. Ну, вроде да, как я про новость вышла, да, казахстанских тиктокеров собрали. Ну, было же, я же не один же тупой такой, чтобы мне только... никто не Я же не слышал один об такой этом. тупой, вы же все должны быть тоже тупыми такими. Вы что? Кстати, Не, новости. реально не слышал об этом. Ну, нас никто не звал. Вы потому что не казахский тикток. Но мне кажется, мы номер 1 в Казахстане. Мы Вот монополисты я имею в виду, по ТикТоку. вы уже вышли за пределы, может быть, из-за этого. Может Я просто увидел там именно те, которые популярно делают в Казахстане казахоязычный контент именно в ТикТоке, они встречались с президентом Тухаевым. Вот как тебе такое движение, когда политики, да, ну, условно, номер 1 человек в стране идет на встречу с молодежью, с тиктокерами? Классно же, почему нет? Ну, тебе не кажется, что это инструмент пропаганды то же самое? Не, по-любому это все будет инструментом пропаганды. Нифига мы сразу политических тем начали базарить. Но на Западе, когда это делают, если это делать не зашкварно, круто делать, коммуницировать, общаться с ним, почему нет?
Я помню, какой-то Акимат или Аким, кто-то же завел себе ТикТок, он клево вел его. Если он будет показывать, например, там, как госаппарат работает, как вся вот эта ветвь власти, как она работает, будет, если процессы все прозрачны, почему нет? Это просто очередной будет канал коммуникации. Если там тупо пропаганда будет, конечно, будет ни о чем, но я думаю, там достаточно юзеров, которые там критически мыслят. Ну, то, что очень много тиктоков связано с нашим президентом, Тухаев Краш. Я видел, что Тухаев Краш. Не, знаешь, вот недавно был на Алмаконе, я был в шоке, я увидел мерч с Тухаевым в стиле аниме нарисованный. Я тоже видел, красивый. И я подошел, офигенно нарисованный. Я бы купил. Я говорю, а почему ты нарисовала? Ну, типа, первая мысль, думаешь, типа, госзаказ, что ли? А потом думаю, там такая была гик-тусовка. Ну, там вообще, там, где госаппарат, где эта гик-тусовка, вообще далеко. Я говорю, почему ты нарисовала? Она говорит, ну, я нарисовала в ТикТоке его, был классный актив, значит, был спрос, я нарисовала. Ну, там, говорит, я еще нарисовала там Ахмета Байтурсунова, Махжана Жумабаева нарисовала, Шухан Вархан. И, говорит, Тухаева, ну, раз люди хотят, я нарисовала. Говорит, у меня не было никакой там большой цели. Я подумал, ну, значит, сейчас молодое поколение его считает крашем, ну, это их дело. Почему так перепрыгнул он сразу на тиктокеров? Почему мы с ними встречаемся? Вот я недавно был в Досток-Плазе, и я увидел нашего Акима Досаева. И, подошел? Я прикинь, я пока его узнавал, я думаю, блин, знакомый мужик, то ли с хоккея знаю, то ли откуда знаю. Иду, а он смотрит, прикинь, я такой, блин, и прошел я. А он тебя узнал, скорее всего. Наверное, да. И я такой Аружан говорю, блин, это же Аким наш. Она такая, где? Я говорю, да вон прошел. И мне хотелось подойти, спросить. На Шахар Мессенерова? Позовите его сюда. Давай кого-нибудь. Я бы позвал. Может быть, не Акима, а Тухаева я бы позвал. Если вы видели предыдущий подкаст, который он выйдет, вот, скорее всего, завтра, то там будет большой монолог Ержана о его большой вере и любви к нашему президенту. Да, да. Я понял. Вы, типа, если его позовете, будут думать, что госзаказ его летит. Поэтому да дело не в этом. Просто я считаю, что нам, нет смысла нам пересекаться точно на нашей площадке. Я не вижу его, потому что эта площадка все-таки... Мне кажется, это была бы бомба. Я, например, считаю, если меня зовут с кем-то встретиться, я всегда иду пообщаться. Почему нет? Все же скрывать нечего. Синки жаман жасават конжоксун. Да, но они тебя используют в лице какой-либо, скорее всего, возможно, госаппарата, госпропаганды. Ну, вот этот, я же вижу, как есть телеграм-канал, обожаю. Он же был в гостях. Он же круто делает, он же с ними общается, и капец там такие неудобные вопросы им задает. Да. Да нет, зачем? Можно? Зачем такое интервью, там, удобные, неудобные вопросы? Просто поговорить с человеком. Мне кажется, это было бы вау. И не то, что типа будут думать, что мы им пользуемся, или он нами пользуется. Это просто будет, это будет классное общение. Не, самое вот... Такое поколение. У меня последний год как раз идет осознание мысли, что Бэра Адам. Конечно. Это же, он же тоже человек. Я вот ездил в Штаты, у меня вначале была депрессия, когда я съездил на студию Warner Brothers, посмотрел все павильоны, увидел там 16 или 17 павильон, где снимают там водные баталии, полноценный корабль можно туда загнать. У меня была депрессия, потому что, типа, почему у нас таких ресурсов нет? Но потом разговаривая там с продюсерами, режиссерами, рада, что они там умнее нас, круче нас, они тоже люди. И вот этот посыл я везде вижу. Вот ездил в Корею, ездил там в Швейцарию, куда вот не поеду, и с какими политиками большими, вот агашками даже не встречаюсь. Бэра Адам, в конце концов. И у них есть... Ты хочешь о том сказать, что есть человеческая сторона, правильно? У любого даже политика. Конечно. Да. И можно об этом же поговорить. Какие у него есть там хобби, не знаю, почему там. Каково это быть президентом вообще? Вау! Хана, на моя тоже. Он на мой жатырман. Ну, конечно, рэперов нету. Давай, ладно, нет, можем дело не в этом. Просто хочется подытожить, что... нельзя так легко просто относиться. Ты что, Олда Адам? Нет, он президент нашей страны, он нами наемный работник, да, он госслужащий, он содержится на наши налоги, и в первую очередь у меня вот это отношение к нему. Не то, что к нему Ол Адам, а потом там, условно, Адам. Они все чиновники, они должны делать нашу страну лучше, но я пока не вижу, что они делают нашу страну лучше. Давайте на давление трикшки. Там анимация, комикс, ТикТок, жестко сразу.
Да, так получилось, не знаю. Пацан, настрой. Не, давай я начну с того, что хотел сказать. Я очень рад видеть Коржика здесь, потому что я Коржика знаю даже, по идее, больше, чем тебя. Я знаю, что ты знаешь И- его Учились больше. вместе мы с Бексом. Учились вместе, потом, можно сказать, это один из основоположников вообще, почему я пришел к творчеству. В принципе, можно. Сон айтеш, Сон, мало кто трибют, знает. давай, Да, мало трибют кто знает Коржику, Ержанның вклад Ержана в медиапространство. Да. вот. чай, давай чай. Моя миссия сегодня здесь такая, потому что Ага. я так рад, что он сейчас начал двигаться в медиа, потому что у нас же там потенциал, деген. Я начал двигаться вот, потому что вот этот Джигит позвал. Не, он меня, знаешь, напоминал бразильских футболистов. Бывает же, которые там... Потенциал жесткий, вот это. Ну, что-то ашлымает. Загулял, да, загуляли. Там, закайфовал. там. А вот щ- жарко стало, откройте окошко. А вот сейчас ты двигаешься круто и нашел себя. Мне нравится. Мы учились вместе, потом была КВН-команда у нас, Джей Кассис называлась. Потом уже мы сами трансформировались в Джоу Кассис. Ну и потом дальше больше какие-то... Ты забрал бренд с собой просто, да? Да. И мы сейчас стали уже Корпорацией. большой компанией. Называется JKS Entertainment. Занимаемся контентом. Очень много направлений. Ну, просто, наверное, многие даже не знают, чем мы сейчас занимаемся, Да. потому что для многих Да, в голове я еще вайнер. Хочется это интересно проанализировать, да, как ты из человека... В общем, кто не знает, с нами Бексултан Казабек. Многие его знают как в прошлом видеоблогера, вайнера в составе в команде Джо Кассис. Это, кстати, одна из единственных команд вайнеров, которая мне очень нравилась, за которым я прям топил и следил. Да, я И всегда его респектовал. искренне болел. И мне нравилось ваш симбиоз разных молодых ребят. Мне очень нравилось, что... Ну, не знаю, короче, вы мне как-то казались такими очень интересными, потенциальными, хотя вы не были там сильно популярны, как другие, возможно, команды, но я всегда следил, и мне было очень интересно смотреть за тобой, как ты перетрансформировался в продюсера, как ты начал качать ТикТок. Но большой такой, наверное, респект, я когда начал читать твои посты про то, что про озвучку какую-то делаешь, вклад, как правильно сказать? Это? Дубляж? Дубляж, да, в Да, казахский дубляж. И больше, наверное, хочется это проанализировать и твое услышать там профессиональное мнение об этом. Вот, так что с нами Бексултан, долгожданный наш гость на Замандасе. Сенмен Замандас болуға қуаныштымыз. Рахмет, шақырғандарың үшін рахмет. Да. Ну, слушай, как так сложилось, как так получилось? Вообще, как вы приняли решение? Ну, не то, что, ладно, ты это уже говорил, вы все уже устали, да, вы все разошлись. И, кстати, очень классно, что каждый, по-моему, участник команды нашел себя, да? Да, и да, ты оставил за собой название, ты дальше, взял это наследие. Ну, потому что большинство команды, на самом деле, вот бэкэнд команда, она вся со мной до сих пор. У нас там есть большой респект. Арсен, привет. С самого начала с нами был, и вот он до сих пор. И я вижу его рост, и он до сих пор со мной в команде. И так очень много ребят, там Чингис, Тимирлан, те, кто был не в кадре, кто со сценарием помогал, кто был менеджером, они все до сих пор со мной и как бы растут, но они уже все такие, каждый по-своему зверь, короче. Да, И мне нравится вместе с ними расти. Вот, фронт, кто был, они все уже разошлись. Но с Жандосом мы работаем, кстати. Джонни постоянно у нас какие-то проекты, мы там с семьями дружим. Мы недавно снимали для ТНТ стендап. Там Жандос был режиссером. И, когда нужно, мы Жандоса привлекаем. В принципе, когда надо. Даже бывало на ТикТоке у нас бывали такие моменты, когда у тиктокеров был ступор, по идее. И мы залетали как десант. Я брал Жандоса, там, Назима, других сценаристов, пацанов. Мы приезжали в хаус и вместе с ребятами разгоняли. Но мы разгоняли прям по 100 идей сразу. А какое отношение к стендапу твое? Я просто знаю, что, ты занимаешься анимацией, занимаешься озвучкой, ты занимаешься ТикТоком, стендап. Короче, мне кажется, Андай, ниндзя могу, братан. Я очень много чего делаю, о чем не афиширую. Я стал полноценным именно продюсером контента, диджитал-продюсером, не знаю, как хотите назвать. Просто в 2020 году, когда пандемия была, все стопнулось, офнулось. Я думал, так, чем заняться? Я такой, у меня было много всяких детских мечт, которые я не мог делать, пока каждый день снимали вайны. Мы каждый день выкладывали по одному вайну. Мы там гонки жили, короче, эта гонка остановилась. И я подумал так, я хотел всегда заняться комиксом. Это моя прям детская мечта была, потому что я там в библиотеке очень много времени проводил. Мальчик, фанат Казахмена. Да, от души. Сделать комикс. Потом у меня всегда была большая мечта сделать озвучку на казахском, потому что в школе мы обожали видосы вот эти со Спанч Бобом, помните? Там
Мы разные телевидение смотрели. Все не гамбургер, даже симбани. Мочалка, Да, и мочалка, короче. И у меня одноклассники мои очень круто это тоже делали на своих телефонах. Но они занимаются такой серьезной работой. Один там в банке работает, другой там в логистике. И я уговаривал, теперь давайте тоже жасаях, давайте, у вас получится. И, короче, в один день, вот как раз во время пандемии, они мне присылают пилотную, так скажем, серию Рик и Морти. Я говорю, все, круто, давайте. Но параллельно с этим у меня еще были амбиции. Вот комикс, озвучка. Я всегда хотел снять сериал свой, но не для местного рынка, а чтобы он был побольше. Ну, туда прыгать сразу тяжело, поэтому начали с местного. И если ты снимаешь сам контент, который лицензионный, ты же не можешь пиратить. А с Рик и Морти была вот чистая пиратка. Мы сделали это в Телеграм-канале. И в Инстаграме, да, по-моему? И в Инстаграме начали блокать, потом мы в Телегу переехали. Но потом я очень долго, вот почти больше года пытался выйти на Кинопоиск, у которых были права на Рик и Морти. В итоге все получилось, мы выпустили и перевели полностью первый сезон Рик и Морти казахша. Должны были дальше переводить, но потом сейчас все, короче, из-за всей ситуации офнулось. Как тебе сотрудничество с Кинопоиском? Хорошо, нормально, но свои моменты тоже есть, потому что для них это как бы не особо интересно, это им развивать. Им интересно, но как бы окей, да. И типа, вам интересно, готовы работать, пахать? Мы поддержим. Нет? Ну, сори. У меня тоже просто была встреча с Кинопоиском насчет того, чтобы дублировать, ну, условно, продавать им свои документальные фильмы, выйти из Ютуба и снимать для них. Но такая встреча была какая-то, ну, некая awkward, и мне почему-то показалось, что ну, это не наша, это не казахстанская тема, чтобы идти на Кинопоиск. Да, вот ну, как бы они мне кажется, у нас, да. Мне кажется, у нас другой путь. Вот. И почему? Я потому что помню, я прочитал твой пост, и мне показалось, что, скорее всего, я такой, скорее всего, Бекс то же самое, возможно, и почувствовал тогда, потому что мы, ну, что там как бы ты делаешь, да, у них права принадлежат, но ты подпольно, условно, ты тоже такой идешь, ну вот, как, ну, не хочу говорить, но как будто второсортный такой игрок, такого, да, ну, вот, да, давайте, да. Ну, на казахском по-любому это тоже. отношения есть. Есть же отношения? И, в принципе, мне вот уже, я там в пост, когда писал об озвучке, я говорил, мне не нравится, что нам 30 лет, но решение Москва принимает. Вот, да, и я вот кстати, за этот поинт, да, я очень... Это вообще, ну, не в тему, вот жігіттер. Жоқ, нормально, өзіміздің мемлекетіміз бар, өзіміздің тіліміз бар, неге дамытпаймыз деген. Основной посыл у меня такой был. И после этого, просто после Рик и Морти много было предложений. Там «Игры престолов», потом с Никелодеоном там большой объем упал. Но мы почти от всего отказались, потому что я там тоже по себе писал. Бюджетов нет. Они не готовы за это платить. Ты перевел Рик и Морти первый сезон, бесплатно это все было? Да, полностью бесплатно, своими силами. Офигеть. Озвучку сделали, братан. Посмотри как-нибудь, это очень смешно. Именно там казахский доступный. Да, там очень хороший перевод. С матом есть, версия без мата. Там перевод без вот этого драматизма театрального, а такой вот. Трушный, короче. Да. Который вот, ну, действительно, сөйлейміз өзіміз. Чаще. И там вот такой был и перевод. И вот что-то я отвлекся. Помимо вот эту озвучку мы сделали, мы еще очень долго делали комикс. Я вообще нырнул в эту тему, изучил, проникся там. Очень много времени потратил на это. И мы сделали, но опять-таки рынка нет. Вот это все. Вот что озвучка, что комикс, это все очень такие ниши, где еще нам нужно хотя бы лет 10, наверное. И нужно больше игроков. Почему, условно, вайнеры капец стрельнули? Потому что комьюнити вот та, которая толкала, двигала. Юфрейм были, Жека были, Сека был. Мы, короче, все общались, друг друга толкали. И подкасты, мне кажется, отчасти тоже развиваются. Вот там Дуб Сойзбар, Синдер Варсендер, там мы Далада делали, что Эсквайр делает. Кто-то делает Бярандочку. Движняк есть? И типа то, что Добсет пришли сюда, например, это же тоже круто, коллабовы. Да. И по этой причине, например, в свое время у нас YouTube не стрельнул. Мы снимали на YouTube, мы были одними из первых, кто снимал на YouTube именно такие скетчи, приколы, полномасштабные видео. И настолько не с кем было коллабиться. Знаете, мы с кем коллабились? Вот, с кем мы подружились? Подожди, я сейчас помню. Я просто следил за вашим Ютубом. С российским, наверное, блогером? Нет, подожди, с кем вы коллабились? Ну, с российским, с Ахулбеком был один раз, но это вот из местных, вот, насколько не было... С FIFA, наверное, кто с игроками, да? Нет. С геймерами, нет? А с кем? Таксист Русик. Все, помню, да, таксист Русик. Братан, он рус, он вообще красавчик, офигенный. Да, но им тоже не с кем коллабиться, кроме нас было. Был конкурс типа видео байга. А помнишь, да, ролик был, где все типа ютуберы, там 5-6 человек. Да. Поэтому, например, когда ИК появились, они, короче, херачили вайнеров. Но когда мы их живую видели, они говорят, не-не, для нас вы ютуберы, вы красавчики.
Потому что я помню, с Алдиком, когда мы первый раз встретились, он говорит, отчасти нас подвигнуло к творчеству ваше ролик о Гарри Поттере. Мы сняли, типа, если вы снимали Гарри Поттера в Казахстане, Мгм. и мне Алдик говорит, мы сидели с Кукой, посмотрели, такие, блин, тема же, өзімізді түсірмейміз осындай. Мгм. И, может быть, мы где-то тоже вложили свой вклад. Но Да, конечно, YouTube конечно. не стрельнул в Казахстане. До сих пор же нет ютуберов. Вот недавно приезжали там с Москвы ребята одни, говорят, что, с кем нам здесь можно на ютубе поколабиться? Я говорю, ну, особо это не с кем. То есть нету классического такого ютубера в понимании ютуба, да? Да. Вот это ты можешь примерно написать образ этих чуваков? Какого? Там Дима Масленников, не знаю, которые снимают приколы, там, с друзьями, могут какую-то Там заброшку пранк, сходить, да? пранк снять или там скетч какой-то. Короче, классический ютуб, это у него раздел куча всего вот этого, да, что просто он каждый день делает контент, Каждый день и каждый день делает почти контент, да. выкладывает, да, и Или буквально... влоги какие-то. Влогов тоже же особо у нас никто не снимает, такого нет? Да, нет. Или там как Дэвид Добрик снимает в Америке. Он даже... Кейса Ну, потому что это сложно, тяжело. Я понимаю, мы, например, чтобы такое делать, на 2 поля играть, условно, на Инстаграм и Ютуб, мы днем снимали вайны, и до 5 утра, бывало, снимали Ютуб. Если посмотрите наши ролики на Ютубе, много где у нас мешки под глазами. У девчонок прям смотришь, у них реально мешки под глазами. Они сейчас обиделись. Ты куда? Не, они тоже... Мы в тот момент... Я сейчас думаю, как мы горели этой идеей. Ага. Я бы сейчас так не двигался реально. Вот как тогда. Я скажу так, мне кажется, что у нас народ разбалован, и они используют Инстаграм, потому что его проще использовать. Его гораздо проще использовать, и это быстрые деньги. На Ютубе, мне кажется, все-таки в Ютуб надо больше вкладывать. Ну, да, ты прав, что рекламодатель особо не хотел на YouTube идти, они не понимали, а что там. Давайте, у нас было много раз, приходят, говорят, вот нам нужна реклама. Мы говорим, может, мы вам на YouTube снимем? Говорят, нет, давайте Вайн. Вайн пойдет? Классно. Вот. Мы говорим, нет, это же круто. Рынок мы диктует вам сам снимем, сейчас. 15-минутное видео вам снимем. Но сейчас же вайнов нету. Говорите, Кстати, сейчас нету, давай да. об этом. Вайн, Ульда как конкретно. так получилось? Ну, потому что мы все, мне кажется, во-первых, все вайнеры в это наигрались, в этот формат. Особенно пандемия прям финально уже такой застрелила до конца. Я, например, к продюсерству пришел только потому, что у меня есть ментор, а ее зовут Анара. Я ей говорю, вот такая у меня проблема, короче, меня не воспринимают как продюсера. Куда ни приду, и я начинаю говорить, ну, я вот за рубежом у меня проблем с этим нет. В Казахстане у меня была большая проблема. Я прихожу, говорят, зын-зындағы бала емес па? Ты же зын-зын, да, что там, как дела? Где вайны, брат, короче? А я уже перешел на другую, там, я сам повзрослел, я говорю, что делать? Она говорит, давай сейчас с этой встречи выйдем, ни одного вайна. Тупо нет. Ну, в среднем, чтобы вы понимали, у нас мог один вайн, там, 1 миллион тенге стоит. Спокойно. На тот момент. Да, на тот момент. И она говорит, все, ни одного вайна. Я говорю, блин, это же деньги приносит, как? Она говорит, ну, ты хочешь продюсером стать? Или ты всю жизнь вайнером хочешь быть? Нужно Я было такой похотеть. думаю, ну, нет, я хочу быть продюсером. Я хочу, там, условно, у меня есть там большие цели на стриминговые платформы, там, американские снимать контент. Я вышел, я вот после этого не снимал. Ни разу. Реально не снимал. И зато у меня получился полный фокус на тикток-хаусах, на комиксах, там, на озвучке. Основное, конечно, вот сейчас большую часть времени, что занимает, это тикток-хаус. У нас вот 2 самых, можно сказать, они самые крупные в мире. Тикток-хаус. Серьезно? Да. У одного 25 миллионов, у другого 26 миллионов Подписчиков? подписчиков. Офигеть. У нас есть девочка из Йола Хаус, которую мы ее называем выпускница. У нее 48 миллионов уже. Скоро 50 миллионов будет подписчиков. Это у нас, как ее зовут? Хомяк. Хомяк. Алина да. Ким Хомяк. Она входит, пацаны, чтобы вы понимали, в топ-20 в мире тиктокеров сейчас. TikTok House, давайте разберемся. What is that? TikTok House, это что такое? Это целый дом, где живут тиктокеры. Да, все верно. Полноценный дом, где живут тиктокеры. Мы оплачиваем полностью питание, проживание, курсы хореографии, вокала, английского. Недавно начали корейского. Психолог есть. Потом, ну, в принципе, по нужде, что нам нужно. Они в какие-то школу моменты. ходят, вот эти дети? Нет, это не дети, это им всем больше, там, 18. больше В основном все 18. студенты. В университет ходят? Кто-то дистанционно, кто-то нет. Ну, в основном не ходят. В основном Просто не в основном ходят. сейчас молодые ребята не ходят в Да, они университет. не уходят, они у всех Это почти тоже, кстати, освобождение. очень У них такой ЗПшки. интересный вопрос. У них не ЗПшки, у них сделали, у них от каждой сделки процент. Мы работаем с ними 50 на 50. Вот любой там заказ коммерческий, и они половину забирают с него, половину мы. Но мы их продюсируем с нуля. Вот прям условно там у Хомяка у нее было на тот момент 300 тысяч, сейчас у нее почти 50 лямов. Мы ее раскачали так, что она стала такой. Возили на Comedy Club,
за рубеж, вкладываемся. Вот когда у нас... Сейчас мы, например, музыку будем ей делать. Это для нас инвестиции, короче. А как так получилось, что интересно казахстанских тиктокеров со всего мира? В чем они завоевали эти сердца? Честно, я долго думал, но мне кажется, отчасти то, что мы для иностранцев непонятно, какой мы национальности. Все разные в кадре, да? В кадры разные. Вот на нас троих, если посмотреть, ну, нам, типа, чувак с Гавайи будет смотреть, условно, подумать, да, может, они что-то там, Гавайи, там, всех. Мексиканцы могут где-то принять. Вся Азия, Филиппины, Малайзия, Индонезия, в принципе, мы заканаем. Я точно заканаю, вы не знаете, пацаны. Нет, ты в Америке заканаешь, вот, и поэтому наши тиктокеры тоже. Я не знаю, это что было. Наши ребята, они все очень разные. И поэтому как бы, какой-то определенной национальности привязки не было, как таковой. И не было языка Чарли Чаплина эффект. Мы снимали... Да, танцы, да? Ну, не только танцы всякие. Бипхаус стрельнул за счет челленджей. Ага. Это как раз была пандемия. Мы снимали челленджи, которые ты можешь снять дома с друзьями. Типа очень простые. И в конце били сливками в лицо. Ну, ладно, а как ты относился к тому, что вначале, наверное, скорее всего, хейт был, да, блин, эти тиктокеры, что за дела, что это в кадре танцуют? Вообще нет, пацаны, вообще не было. Не было хейта? Я не, прямого хейта я ни разу не видел. Ну, ТикТоке, не знаю, или сразу восприняли ТикТок Хаус так, как что-то новое, как на ура, да? Потому что Бип Хаус, который мы сделали, ТикТок Хаус, это первый ТикТок Хаус. Но тут важно сказать, есть братья-близнецы, Асхат и Азат. Да, я их тоже знаю. Асхат — это мой башуха. Как ты успеваешь за всеми следить вообще? Моя работа моя. Не, я его знаю еще, когда я работал на Vox Populi, когда фоторепортером, мы снимали про близнецов, и они были в нашем репортаже. Еще, ты знаешь, в чем есть еще тоже большой секрет? Вот Асхат, Азат, у них было детское ивент-агентство свое. Очень крутое. Да, очень крутое. вот они ивентами занимались. Да, вот ты такие дни рождения даже представить себе не можешь, как они делали днюхи. Вот как... Вообще, вот я на их день рождения, когда приходил, сам хочешь играть. Настолько там весело. И они весь этот опыт, сконцентрированный там годами, десятилетиями, взяли и в ТикТок бахнули в ребят. То есть это даже их была, да, скорее всего, да, идея? Асхата TikTok? идея была. Он сказал, мы с ним поспорили тогда, у нас был прикол. Асхат говорит, вот я думаю, тиктокером займется. Я говорю, Хайдар, ТикТок, что это? Я честно был скептически настроен. Я говорю, ты уже взрослый, у него 3 детей. Сколько? Это прикольно в таком возрасте чувствовать вот этот... Да, он говорит, это стрельнет, короче. Я говорю, Асхат, с тиктокером будет сложно. Это не твои дети, ты накричишь, они убегут, там так не пойдет. Он говорит, нет, я говорю, давай спорим. 3 недели я тебе даю максимум, ты, короче, бросишь это. Он говорит, давай, мы спорим. Он говорит, ровно через 3 недели я хотел бросить все нахрен. Мне все бесило. Но он говорит, мне нам стану кетнуть, да? Что мне было... я не мог бросить. И он продолжил, мы вкладывали деньги, начали делать. И он весь реквизит, например, который был с ивентов, все эти игры стандартные, они начали в ТикТок делать. И кадр был богаче смотрелся. Все смотрелось богаче. И они супер понимают психологию детей. И Асад, и Азат. Как бы на ивентах, что если на ивентах работает, и в ТикТоке будет работать. И весь этот опыт они туда пихнули. И это бах, стрельнуло. Вот он. Первый хаос мы стрельнули. Потом проходит месяц где-то. Азат говорит, Асад Кашпирниру, давайте Магандаш Сандаш, давайте еще один хаос. Не было никакой аналитики там. Так, ТикТок стреляет, это считать нужно, сколько денег вложить. Нет, просто он сказал, почему Асхат здесь? Мне тоже я хочу. Давай спорим, я тоже хочу с вами поспорить. И они с Асхатом спорят, короче. И его ТикТок хаус стреляет еще сильнее. Это Йола хаус. Йола хаус, чем Бип. И сейчас он стрельнул больше, да? Сейчас они сравнялись. А есть Бип хаус, да? То есть есть, да? Да, конечно есть. Просто я больше слышу о Йола сейчас, я думал... Да. И вот я знаю, что ребята там уходят, да, появляются новые драмы. Кто-то встречается, кто-то нет, да? Да, все. Там КМГ уже своя вселенная, пацаны. Но чем-то мне напоминает... Дом 2? Нет, как кей-поп. Знаете, у них кей-попа есть стажеры, потом растешь. Вот такая же система карьера. У нас. Но еще у нас наше большое отличие, мы в плане дисциплины очень жесткие. И прям пипец требовательный. Там они по времени встают, по времени знают, у них есть расписание на день, знают, что делают, когда делают. Как мини-армия, короче. Потому что очень много тикток-хаусов открывалось по миру. Не только в Казахстане. В Казахстане вообще куча открылась. Все закрылись почти. Сейчас осталось хаусов в мире очень мало. Ладно. Все хорошее услышали. Есть вопрос? У меня есть... А вот есть... Сложность? Не сложность, а вот того, что те вещи, которые мы не знаем, да. Например, про психолога, например. Да, они же в уязвимом возрасте приходят к вам. Да, я вообще не знал, что продюсерская работа будет такой сложной. Вот именно в Казахстане, например, продюсерская работа. Я держу связь с родителями. Очень часто звонят родители. Там, по всем вопросам.
Особенно по учебе. Я вот столько по учебе не решал в жизни, как вот за последний год, наверное. Второе, они очень молодые, перегорают, конечно. Да, У них перегорают, бывают дисциплина. проблемы, там какие-то там мысли. О, нет, там у меня сейчас 10 миллионов, сейчас на меня все смотрят, там не пишут. Мы поэтому наняли психолога, там 2 женщины, они приходят, помогают, разговаривают с ними. И я сам очень часто выполняю роль психолога. Самое, я понял, нормальная терапия – это разговаривать с ними. Их не слышат. Но Старшее поколение их не у слышит. тебя же их много, просто, ну, Но это же не бывает разом. нереально же. Они по очереди там. Каждый... Вчера у меня был разговор, братан. У меня все время Примерно разговор. какие разговоры у вас с тиктокерами? Ну, Ну, не будем разные концентрировать, бывают, ну, но бывает какой там. вот... Откройте те наручники, я хочу домой. нет, такого нет. я Никого твой не психолог. держит. Я всем ребятам говорю, вчера тоже у нас... Кто-то говорит, я, например, устал снимать, я хочу заниматься музыкой, я хочу уйти. Я всегда говорю, дверь открыта, хитер. Не, я это тоже для вот немножко уточнить нужно, да? Ты говоришь, психологи приходят там, в этот хаос. Они что, с дома выйти не могут, что ли? Нет, могут. Они, они вольны гуляют. Конечно, да? конечно, А то я да. уже думаю, какое-то рабство, блин. Ой, жёстко, Они да. гуляют, все нормально. Просто они все живут в одном доме, ночуют тоже. Да, живут прям. Ну, как... Они в основном все приезжие, потому что основная как бы, тема... Им старше 18 лет? Они? Всем старше 18. Ну, там кто-то с Тимиртау, кто-то с Караганды, кто-то с Атрау, например. Они просто живут там. Это в хаосе. же работа, по идее, у них. Да, это полноценная работа, как мы живем. Вот был прикол, например, вот, который я, например, не задумывался, но пришел один раз в хаос к ним на съемки. И что-то нам нужно было занести, реквизит занести. Я говорю, может, ты переоденешься? Он так прям класс, в красивой одежде стоит. И мне один из участников смеется и говорит, у меня же нет тут такой домашний киим денежок. Я всегда выгляжу хорошо. Ну да. Потому что в любой момент Камера. кто-то из... Нет, у нас камеры не висят, братан. Нет, кто-то достает камеру. Да, кто-то начнет сторис снимать, например, из ребят. Я же должен классно выглядеть. Слушай, ну это тоже, это и есть побочка, это же повлияет на них потом в будущем. Они живут с точки зрения того, что всегда будут снимать в кадре, в камере. Но Хорошо выглядит, но не так, чтобы... Но там жизнь-то загоняться. другая, на самом деле. Жизнь за бип-хаусом, она, условно, за хаусом, она совсем другая. И она не может быть такой яркой. Там нету таких реквизитов, которые принесли ваши ребята из Event Guest. Она может быть где-то и жестокой. Не, конечно, пацаны, не нужно из них делать какого-то там Оруэлл какой-то там. Они живут спокойно, обычной жизнью. Они все видят, они же домой ездят. Вечером у нас съемки максимум до 7. После 7 они отдыхают. И там не бывает, что 24 часа в сутки у них съемки. Такого нет. Нет, я понимаю, что нету. Но Они все с обычных семей, тем там. не менее, мне кажется, есть это такое. Ну, побочка любого профессии, это как бы Это побочка, будет, да, но не побочка такая профессии. фатальная, братан, как думаешь. И в хаосе не выглядит как цирк какой-то яркий. Это обычный дом. Допустим, вот я смотрю... Что вы сейчас зрительно представляете себе, что там капец. Я просто смотрю иногда, блогеров, и вот они вот снимают сторисы, да, и мне интересно, вот за кадром жизни, они же тоже же вот это, либо некоторые образы также в этом образе остаются и также разговаривают. Ну, это да, либо это есть побочка. есть некоторые, то есть ты такой думаешь, блин, а какой-то настоящий, как будто вот твой настоящий, ты его начинаешь его терять. Да, это И- отчасти почему я не стал дальше блогером. Я не смог делиться этим все время, как там зубы чищу, душ принимаю. Сейчас же блогеры лайфстайл такие, они все снимают. Morning routine дейді. Среду кину там шашын жуат. И я думаю, Да. ё-моё. Так что и тем самым, что блогеры, мне кажется, они настолько уживаются в этот в образ, в жизнь, что думаю, что все так как будто разговаривают, все так живут, а жизнь-то она на самом деле за камерами, за телефоном, она-то еще другая. Вот. Да. И вот я в этом плане того, что хотел, может быть, ты как продюсер тоже, и какие-то у тебя есть кейсы, чтобы у ребят, блогеров твоих, да, у тиктокеров, чтобы они не теряли связь с жизнью. Ну, я считаю, мои ребята точно не теряют. Я с ними постоянно разговариваю, как я сказал. Мы с ними на связи. Они очень часто ездят домой, все на связи с родителями. У нас есть даже одна женщина, которая называет председатель родительского комитета. Она самая активная. Когда что-то классное происходит, условно, вот мы ездили в Корею, она мне отправляет 3-минутное аудио, где говорит: «Рахмет, мен балам үшін жасаватсыздар, сіздерге рахмет». Но я считаю, самый главный продюсер, вот мне одна фраза я услышал, очень понравилась. Первый продюсер – это родители. Их. Потом уже это мы. Ну да, конечно. Они их воспитали, они с ними на связи. Там у нас, в принципе, көшеден балалар жоқ бізде. Такого нет. Я вот так задумываюсь, классная работа у Бекса.
Не, Да, знаете, да, вот я себе представляю тренером. Типа Янде, вот Пеп Вожатый, Гвардиола. больше вожатый, мне кажется. Не, видишь, я почему с футболом говорю? Гвардиола, типа, я тоже. Не, мен ойнадым ғой енді. Гвардиола классный Я же тренер. был... Я просто фанат Барселоны, братан. Я поэтому- тоже фанат Барселоны. Да, Блин, поэтому- братан, что происходит, значит, Не, команда? смотри, вот Гвардиола был, он был классным игроком. И потом он стал классным тренером. Но когда он был тренером, Лионель Месси чарпса адма, дұрыс па? Мгм. И вот, условно, хомяк — это Лионель Месси, который на весь мир. А мен енді спокойно за кадром жүре беремін, но я был тем, кто помогал ей, направлял. Такая работа, менторская. можно Ты сказать, получаешь тренерская. удовольствие от этого, да? Я кайфую. Потому что, видишь, еще я могу их уберечь от каких-то вещей, потому что сам блогером был. Потому что мы, например, какой был так устаном Дидо, какой Мгм. Джокас у нас были, всякие вещи, которые мы там прикалывали же над нами, что мы халяльные блогеры всегда. А, да? На Джокас всегда так Ну, шутили. я, кстати, никогда не слышал об этом. И у нас хаосы такие же. Ну, мы не работаем с букмекерками, там, алкоголь, табак, ну, такой дұрыс правильный же тер боламыз ғой. Мы старались всегда таким. И я также воспитываю, ну, стараюсь воспитывать и посыл ценностей давать своим ребятам. И они как бы это разделяют все. А расскажи схему бизнеса. Вот такие TikTok House. Как вы зарабатываете? На чем получается адженда ваша? Ну, конечно, самое первое, на чем мы зарабатываем, реклама. Это большие бренды. Там, Coca-Cola, Wilson, Samsung, Wilson. Например, 3 ребят у нас в хаосе, они бренд-амбассадоры Samsung. Мгм. Потом вот Cheetos, например, на рынок зашли. Тоже ребята. Air, Астана. Очень много таких коммерческих брендов. И очень большой процент, о чем многие, кстати, не знают, это музыка. А музыка? Мы работаем с лейблами. А, они просят вас раскрутить их Трек. музыкальный Например, мы трек. с Эд Ширана трек раскручивали, BTS, Dua Lipa, Эд Ширан, Элтон Джон. Потом очень много европейских диджеев. Прям очень много. С которыми мы работаем. Мы просто об этом не кричим и не афишируем. Зачем нам это надо? Типа, люди Эд Ширана пишут тебе, говорят, йоу, Йоу, есть трек, снимите ТикТок под это. Мы, охренеть. конечно, даем большую скидку на это, потому что это особо юзерами как реклама не воспринимается. Но и как кейс классно. Ну и во-вторых, там всегда почти креатив, типа, свободный. Свободный бриф. Нет четкого ТЗ. Вот так, вот так. Мы, например, в прошлом году классный был кейс. Crazy Frog же есть песня. Мгм. Ее какой-то французский диджей там выкупил, Мгм. перевыпустил, сделал Мгм. ремикс. И он заказал у нас рекламу, Хома сняла, и там звук вот этот набрал, видос набрал около 50 лямов. И прям очень много сняли под этот звук. Соответственно, у него выросли стримы. И он теперь наш постоянный клиент. Вот после того кейса он все время заказывает все свои треки, промо Офигеть. делает. Откуда больше Вау, вау. самый больший заработок? С какого ремесла? То есть, ну, С музыки, наверное, из 100%, наверное, давай скажем так, 30 музыка, наверное, 50 реклама, и 20 это всякие ивенты, Мгм. оффлайн штуки там бывают. Вам платят за то, чтобы они пришли на ивенты? Да, конечно. Очень часто. Мгм. Чтобы они- Ну, бывает потом, типа, открытие чего-то они пришли. Или в журналах, там, например, фотосессия там, с брендом, например. Мгм. И они там поучаствовали, снялись. Давай откроем TikTok House канал. Поздно, пацаны, давно надо было. Год- Что, уже год назад не надо. догонишь, да? Сейчас казахоязычный Уже не ТикТок открылся. Вот мне писали ребята, типа, мы открыли казахоязычный ТикТок. Это который ГОС, да? А ГОС, я не знаю, ГОС, не ГОС. Я один видел, что госпроект А сделали. может быть. Они хотели поколабиться с нами. Вот ты говоришь поздно. Скажи, чем сейчас можно заняться? Вот ты вот классно перешел вот с вайнов на ТикТок. Это вообще вот ты прям красавчик в этом плане. Ты успел. Да, интуиция, чуйка Да, интуиция сработала, и ты вложился, и у тебя стрельнуло. Теперь летаешь в бизнес-классе. Вау. Сейчас вот я очень много встречаю ребят, да, там наши ровесники, моложе ребят. Что сейчас такое есть, ну, чем можно вот заняться, и вот, чтобы не упустить, да, кроме этих биткоинов, там, которые были в том году такие, бля, братан, ты вкладывайся, ты что там? Что-нибудь такое есть сейчас вот? Во что ты видишь, что будет вот это, будет Да. следующее? Именно соцсети или... Ну, блин, сложный вопрос, что-нибудь пацаны. вот такое. Он, да, блин, мне айтпауши, ну, Я да, не по суну, идее, айтам, по да, идее. суну. Если прям... У меня часто бывает на форумах всех спрашивают, есть какая-нибудь идея вот для молодых, которые Да, заняться? да, Я говорю, да, блин, да. пацаны, такая идея была, 80 была идея. Но контент, по идее, на самом деле, вот, я считаю, что все идет к тому, чтобы... Мы называемся таким прикольным словом, как контент-провайдер. Есть же интернет-провайдер, Мгм. а мы контент-провайдер. Мы, то есть, что все больше будет по-любому стримингов, Больше по-любому контента. больше будет спроса на контент. Нужно делать контент как можно больше. Подкаст всех ты какой-то личный свой проект сделай. В ТикТок ты как сам личный бренд, мне кажется, можешь круто залететь. У тебя, мне знаешь, есть Надо такой задуматься. Уилл Смит вайп у тебя есть. Вот Уилл Смит... that's my nigga. Да, Уилл Смит очень крутой контент снимает ТикТок.
Вообще в любую соцсеть залетает, когда вы не замечали? Да, он в YouTube хорошо зашел. Продакшн-команда да. крутая. Ему нужно было всего лишь один шапл Крис Року вставить, и все. Ну, да. Или я видел недавно, Златан Ибрагимович создал ТикТок. Он офигенно сделал. Он за один день, пацан, 1 миллион подписчиков собрал. Ну, это Златан. Он записал видео, вот так очень крупным планом его лицо, и он говорит: Hello, TikTok. I am Zlatan, and I welcome you. Он всегда делает, типа, не TikTok welcome, а он, типа, welcome, короче. И он там, типа, просто нарезка видео его, и, типа, он как лев, типа. И это видос дофига просмотров, аудитории. Крис Рок, Рок, Скала Рок. Он тоже недавно создал TikTok. Дуэйн Джонс, да. И я думаю, еще не поздно, TikTok да? залететь. Хаос, зачем тебе это надо? Да, зачем тебе хаос? Это очень Я много. просто спрашиваю. А так в ТикТок залететь круто, я думаю, и делать контент. Мы же сейчас еще вот классная тема, которая вас, наверное, удивит, чем мы занимаемся. Мы сейчас снимаем сериалы. Мы отсняли полноценный сериал с Аминкой-Витаминкой. Он вышел на Иви эксклюзивно. И вот 3 месяца назад мы отсняли сериал с нашими тиктокерами теперь. Полноценный, с продакшеном. Но мы уже сняли его на зарубежный рынок. Сейчас сделали дубляж. Ну, пилота сделали дубляж в Нью-Йорке. И очень прикольно. У меня вчера был там отсмотр. У меня мозг ломался, типа, смотреть наших ребят, ну, там, На английском. на английском. Мы делали прям кастинг вот этих голосов. Андай, поменялись ролями. Что там, да, ощущение? Типа, теперь где мы будет- выбираем, кто Где будет делать. это показываться? Ну, Кудай Галасан на какой-нибудь стриминговой платформе. Сейчас мы как бы в процессе продажи его. Хотим продать на какие-нибудь большие платформы его. Вот то, что ты продал, Зарубежные. здесь снял сериал на Иви, как тебе такой бизнес? То есть это есть смысл в этом? Смысл есть. Конечно, это был большой риск с нашей стороны. Я вложил свои деньги туда. Я продал машину, Мгм. и все деньги от машины. Еще потом у нас не хватило, короче. И вот мой партнер Тима, Тоже продал он машину. тоже продал машину. Вот у нас были классные 2 BMW, мы их продали. И он тоже вложил бабки, короче, туда. Ва-банк, бардак, пасток. Очень долго, блин. Это все больше года тоже длилось. Ну, знаешь, я в какой-то момент просто отпустил ситуацию. Получилось отбить? И получилось, да. Но это очень больших трудов стоило, и там фарта, можно сказать, отчасти. На каких условиях у вас примерно Эксклюзив на контракт? 8 месяцев у нас сейчас на их платформе. А потом где это будет? Там будет в Потом открытом дальше мы доступе? будем еще продавать. А, Сейчас дальше. хочу еще сделать дубляж на казахский и Мгм. попробовать тоже на английский. Но сначала на казахский. Потому что он на русском. На русском. Да, сейчас Как? казахшаға дубляж жасасам, местный телеканалдарға сатам. Если они возьмут. Мне, знаешь, с зарубежными мне легче иногда разговаривать, чем с местными. Почему? Олар түсінбейді и там хотят за копейки. Ну да, там, бұл жұмыстың қадірін білмейді олар. там они считают по минутам, и им все равно, что на что ты снимал. Там у них такие расценки. Это вообще грусть, как наши там оценивают. Ну, у нас, в принципе, человеческий труд очень плохо ценится. В Европе все, что сделано человеческим трудом, например, именно қолмен жасайды ғой, Мгм. очень же дорого стоит. Там даже рабочий почему больше получает, потому что это ценится. Там. А там какие-то manufactured какие-то вещи, они могут быть дешевле, чем у нас. Потому что это роботизированно сделано. А у нас же наоборот. У нас то, что там на заводе қымбатта удай, а адам жасаса, ой, апарзан жасап жүреді. Но Факт, тебе не факт. кажется, что это немножко странно, вот то, что сериал на русском языке, его озвучивать на казахском? То есть, мне кажется, вот пропадет в то, что Не, ты сами же они же. закладывал. Өздері дубляж жасайды ғой. Амина қазақша сөйлейді ғой. Она сама себя же и Ага. озвучит на казахском. Окей, то есть вот так, да, будет? Да. Не кто-то ее будет озвучивать. Мгм. Мы просто сами изначально хотели для как бы российских стриминговых Ну, то есть платформ такой снять. дубляж более профессиональный, Конечно, с нормальным, конечно, хорошим подходом, что да? может даже не отличить человек. Мгм. Расскажи, давай Постараемся. поговорим про дубляж, да? В чем боль дубляжа? Более уже нет бюджетов, первое, потом нет конкуренции никакой. Я сейчас еще ребят от них как бы приютил, можно сказать. Допамин Voicing Командор, они озвучивают аниме. Мгм. Они перевели «Атаку титанов», потом еще несколько тайтлов. И... Мы их снимали, да, для Казахстана? Да, все, я Да? понял. Допамин были, да, у Да, вас? да. Да, вот студия, которая у них, это наш старый офис. Мы сейчас переехали, и я эту студию им отдал, они там тусуются, снимают. Просто я сказал, вот, что хотите, делайте. Мне ничего не надо. Просто хочу вас поддержать, мне нравится, что вы делаете. И я хотел с ними сделать дубляж какого-нибудь тайтла большого официально. Но потом вся эта ситуация случилась, и, короче, все офнулось. Мгм. Но я думаю, мы с ними что-нибудь сделаем, потому что очень талантливые ребята, А вот когда горящие. Извини, когда ты продавал на Иви, у тебя не было вопросов, ну, то, что это российская платформа, то, что все Это с же этой был- ситуации, ну, условно, тебе самому, как Это ты было 1,5 смотрел? года назад, видишь.
Ну, ты снял контракт. 1,5 года назад, а Не, мы выпустил? заключились быстро, а потом год мы делали, во-первых, монтаж, у нас была большая проблема с А, ты материалом. уже эксклюзивно тогда Тогда уже продал, начинал. в самом начале, да. М. Тогда Ну, еще ничего не было. а были, ну, страх такой, что могут понять? Ну, я вроде не видел, чтобы там какой-то Не, был... просто у тебя такая, мне кажется, более-менее репутация, что, ну, Сан, тебе ничего не прилипнет. Тут мне это везет, короче, я Да, заметил. но я просто я знаю некоторых людей, которые такие, а почему? И, ну, странная сейчас ситуация, да, ну, в целом. Да, такое. уже тогда это все заключилось, поэтому смысла не было уже. А если бы вот ты сейчас бы продавал, конечно, бы мы ты бы туда задумались. Я не знаю, я не могу сейчас сказать, продал, не продал бы. Тяжелый вопрос, потому что реально, я когда свою машину продал, одно дело, а когда друга подвел под это, чтобы он тачку продал и вложил. Не, По-любому нужно ну, было смотри, ты сделать. топишь за казахстанский контент, да? Но ты даешь этот казахстанский контент, ну, условно, стримингу, российского стриминга, да? Жоқ қой, братан. Вот именно, вот. Сол ғой, болғанда әдемілеп тұрып беретін еді. Я вообще жду, когда появится классная казахстанская стриминговая платформа, где мы все жабылып бәріміз будем что-то делать. Но и там нормальные бюджеты будут. Ну, какая-то это очень сложная. Это мечта. А пытаются? Ты не слышал, кто-нибудь, может, пытается, может, делал, может, пробовал? Darplay, по-моему, Ну, я было, знаю, да, что такой? пытаются, потом одна, я не хочу их называть. Мен, в принципе, андай ешкім жамандауға келген жоқпын ғой. Но были одни Ну, чуваки. осы қызыл диванда обычно жаман дейді, у него такой жаман дейтін Жоқ, таврос. қойшы, ондай жасағым келмейді. И так я вот, когда смотрел некоторые выпуски, думал, блин, зачем? Я вообще вот... кстати, какой я хотел посыл здесь сказать. Вот я, например, там с Айсултаном, Жандос сидел, База сидел, потом Алдик сидел. Я вообще, когда это смотрел, а я в это время как раз был, когда Алдик, по-моему, вышел в Венеции. Я ездил в этом году на Венецианский кинофестиваль. Кстати, я еще там один фильм помогаю спродюсировать. Вот он был участником биеннале. И у меня тоже была депрессия. Знаете почему? Потому что я приехал туда, я вот как будто достиг в Казахстане какого-то, условно, там, 100-го уровня, да? Я думал, блин, вот я красавчик, вот что-то я здесь добился, короче. Ага. Приезжаю туда, я вижу там 10 тысяч уровень, знаешь? Миллионный уровень. Я думаю, блин, Минали, я вообще никто, я же еще. Такой классный отрезвляющий душ у меня был, типа. Вообще еще, я думаю, что я здесь хожу, блин? Надо обратно домой надо, работать надо. Что я здесь хожу, понтуюсь, короче. Ничего не добился, вообще ничего. И когда вот такие выпуски смотрю, я думаю, пацаны, вы не туда энергию направляете. Давайте анехто вот. Как будто, знаешь, я такой иду по своей там дорожке на какую-то там большую гору, вскарабкиваюсь, а тут рядом стоят такие же крутые альпинисты, они между собой спорят. И я говорю, мынау емес қой, анаяққа бару керек қой бізге. Надо их рвать. Ну, это ошибочное, делать. это ошибочное мнение. Они между собой хаваться. Нет, почему? Ну, мы же не хаваемся. Это вот ты прочитал, что мы хаваемся. А мы задаем вопросы, которые нужно задавать. Ой, мне хочешь, как не хавать? Я со стороны вижу всегда, они все обсуждают друг друга, кто-то там хочет тет-а-тет встретиться, пообщаться. А, я такие уже не знаю истории. Не, я Тет-а-тет. такое слышал. И мне пацаны там многие звонили и советовали, как ты думаешь вообще эта ситуация? Это про какую ситуацию? Сейчас обратно начнем. Да, я вот я не хочу. Я тут всегда думаю, so much energy, put it in the right way. Oh my God, you're from London? У меня просто из-за того, что все языки смешиваются, иногда у меня бывает, я переключаюсь. Мен Англияда оқығам ғой просто. Бәсе? Ну, вот про что ты говоришь, то, что с Айсултаном, это он чуть-чуть такую нам дал волю. Ну, как бы до него мы не помним, что мы кого-то там что-то проходили, так обсуждали, кому-то говорили про кого-то. Не, ну, это же, наоборот, круто. Я не говорю, что это плохо. Да. Обсуждать классно. Но я знаю, что они, не типа, вот мы сейчас, условно, про Жанабылова сказали, типа, боқтама дедік па, мы тут же забыли же про это. Ну, Шығып сөйлеспейміз ғой ол туралы. Олар шығады да сөйлеседі ғой, құрылтайлар жасайды, бүйтіп отырады. Жігіттер, олар неге сөйтіп айтты екен, а? Олар неге істеді? Что будем делать? Зачем вот это? Вот эту энергию направьте на создание крутого контента. И без мата. Да, и без мата. Чтобы там Netflix, там, чтобы Оскар получили казахи. Еще много чего мы еще не сделали. Казахский мюзикл не сделали, который там порвет весь мир. Казахский сериал, который... Делают сейчас. Ну, вот, условно, хорошо делает. Потом сериал или мультфильм какой-то, который весь мир вообще представить. Жабыл, жасамадық па бірдеңке деген. У меня вот такой посыл всегда. Пацаны, не давайте вот эту энергию не туда направляйте. И я почему-то последний год так выпал из общей тусы, так скажем. У меня свой там реально мир с тиктокерами, с мультиками. Вот. Квитанции приходят, да, с тикток-хауса. Да, вот и их оплачиваю. Вот недавно мы еще вот сделали мультфильм «Шрак». Ага. Очень классный. Мы сейчас его будем катать сначала по фестивалям, а потом очень много просят, думаю, даже в прокат его выпустим. Это короткометражный мультфильм. Его делала Ара Studios. Вообще очень крутые ребята. Такие казахи.
Звук делал наши ребята, да, Дабаслаб, Диас. Дабаслаб, да, там работали. Очень, Достан, вот композитор там работал. Вообще супер команда. Пацаны, чтобы, Корик, ты понимал, это вот Pixar мультфильм Дарварвы. Типа такого. Same level. Same level. Я показывал Диснею эту короткометражку. Они сказали, сколько стоил вообще, cost of production какой был. Они просто в шоке были. Кто ваш инвестор? Они сразу говорят, кто вас профинансировал? Мы говорим, нет, своими силами. Ребят своими силами делали. Они были в шоке. И вот на такие вещи хочется обращать внимание, делать, работать. Анимация просто это вообще такая больная тема. Да. Я вот когда комиксом мы занимались, с Балапана на меня вышли. Телеканал казахстанский, Да, Балапан, телеканал детский телеканал. И они говорят, давай без мультфильм же слышишь? Я говорю, о, круто, давайте, короче. Говорят, все, бюджет пар, бәрі. Я приезжаю, ну, там бюджет, я не знаю даже, можно озвучить, нет, ну, там вообще не конкурентный. Ну, типа, не знаю, Хана, мне кажется, с дивана не встанет за такой бюджет. Скажет, ну, не конкурентный, короче, такой бюджет. Там. Хана еще сильнее такой, вообще не стану. Стану или не стану? А может, стану. И мы, короче, в итоге мы не сделали. Но я за это время, пока ресерчил, как раз Ара познакомился с другими студиями. И почему анимация тоже не развивается? Такая же ситуация, как я до этого говорил, с комиксами, с озвучкой. Не общаются они. Слушай, я тебе могу рассказать историю, вот, которая буквально сложилась со мной. Я выиграл, я участвовал в как это называется, кинофонд от Казахфильма. Фонд кино. Да, фонд кино. Я выиграл для Казахфильма, ну как выиграл, я получил грант. Да, то есть моя картинка. Но я подавался от студии Казахфильм. И, ну, мне урезали бюджет. Тот бюджет, который я просил, я еще не просил не так много, я попросил на полный метр документального фильма, нам дали около 30 миллионов плюс на процент, ну, остается там 30 чем-то миллионов, но для моего фильма, который я запланировал делать, его полностью снимать и был посвящен ему, для меня показалось это очень мало. И мы снимаем с Казахфильмом, и там очень много таких всяких нюансов, которые там, вот этой бюрократии, ты когда вникаешься в эту бюрократию, ты такой, не-не-не, подожди, где здесь творчество? Тут это. И я как бы вовремя такой, ну, ребята, было классно, я понял, я зашел, но понял, я хотел, потому что для меня все равно там участие в Казахфильме, для меня это что-то очень такое, ну, ассоциация такое что-то детское, потому что это сам логотип Казахфильм, ну, то есть у меня очень, для меня это такое, я хотел получить этот опыт, поработать с Казахфильмом, снять свой первый большой документальный фильм. И по итогу мы не сработались, просто потому что вот эта бюрократия, вот эти бюджеты, они говорят, там, вот, бюджет там на звукорежиссера, там, ну, я точно не помню, но условно там такая сумма, которую на рынке нет такой суммы. То есть это очень заниженная сумма. Я говорю, как я, Хайку Измин, мне эту сумму там звукорежиссеру отдам? Ну, вы что, говорю? А ты, да, еще расскажи про то, что ты в аренду должен был брать еще. Еще это ты вообще, там, должен... короче, миллион подводных... Я почему говорю? Потому что все это, я был с Канны, когда все это... Я ему говорю, да пошли они нахрен, ты что, охерел, что ли? Они вообще гонят. Там как бы тебе дают, тебе режут, урезают бюджет, во-первых, который ты просил. Во-вторых, тебе говорят, слушай, а еще вот оборудование, допустим, да, бери у нас в аренду. Я слышал эту тему. Да, и Канна говорит, да нахрен мне оборудование, у меня все свое есть. Они такие, нет, должен брать наше. Да, это монтировать. Я говорю, я вот снял картину, монтировать. Я говорю, не имею права, просто потому что я на следующий год должен монтировать. Ну, то есть, пока не дадут мне бюджет на монтаж, я харду не имею права прикасаться. Харды, тем более, не мои, а их. Я им отдаю. То есть, я говорю, это какой-то... Ну, это не 22-й год. Это что-то прошлый век, и это вообще не похоже. Я говорю, я как режиссер, да, то есть, я вообще же, ну, я же пришел как бы из другого, из андеграунда, с Ютуба. У меня же вообще другой подход к работе. Конечно. Я говорю, а как работать? То есть, я отснял, я отснял док, то есть мы отсняли, после съемки я смотрю, что я снимаю, да, то есть мне важно быть. Я говорю, как я не буду монтировать сразу, потому что это документальная история, она может по-разному раскрутиться, по-разному уйти. Он такой, нет, и мы такие, не-не-не, мы будем болеть, давай лучше мы это снимем сами за свои силы. И прямо что ты говоришь, я это тоже же само понимаю, бюджеты очень мизерные, маленькие. Ты хочешь делать классное телевидение, да, ты хочешь делать классное казахское кино, я хотел бы сотрудничать с Казахфильмом, да, для меня это была гордость, и я прям гордился тем, что, меня заценили, я сделаю классный фильм, тот, который я хотел, с помощью, ну, ты такой, не, что-то тут не то, да. У меня с Казахфильмом была такая история, мы приезжали. При всем уважении любви, еще же Аманат Сосом был пхлам, ребята, Казахфильм. Нужно говорить, чтобы они что-то меняли. У меня был важно говорить. Приехали американские партнеры. Они такие, вот, мы знаем, у вас есть крутая студия, там, Казахфильм, исторический.
говорит, у нас там встреча будет, Баркпиликш. Я говорю, жарайды, Баркпилик. Приезжаем, ну, на уровне уже, пацаны, турникета. Там было понятно, что это не 22-й год. Андай просто вот бывает же, крутится, знаете, советский турникет, который не электрон, просто крутится, как карусель детская. Да. Соан кырдык, короче. Летом еще было. Трава заросла жестко. Газонокосилками, не знаю. Сейчас лучше стало. Может быть. Потом мы заходим, тишина, братан. Я дерево там посадил недавно. Тишина полная. Вообще, движняк жёг. Я думаю, как? Это же должен... Я как представляю, вот я был на Warner Bros., там пипец кишит. Там они драму снимают просто. Машина ездит, там что-то таскают, реквизит, бритеньке, там разговоры. Там тишина. Я, короче, не знал заходить с ними, они сами зашли, я сижу. Думаю, дай-ка похожу, погуляю. Я по ним походил. Вообще, адам жоқ қой. Я легенда деген бар ғой кино. Сондай болды. Я думал, почему так? Мне так грустно. Но от этого сейчас, стало. может быть, там, ну да, грустно. Там в основном пусто, да, в основном тихо. Сейчас они, я не знаю, сейчас еще там такой же момент. Вот, они разыграли, они должны были вот эти, условно, разыграли, как конкурс разыгрывают, фильмы дают. Они должны были в начале года дать бюджет, чтобы ты целый год до конца года снял картину. Они дают бюджет в сентябре и говорят до декабря. Все снимаете, да? Да, и все снимают. Я слышал, что сейчас все в один момент снимают, Ван Дейсен, звукооператор, Барман звук жёг, а на жахтаман. Там звонишь тому художнику, жёг, и ты прикинь, ну, то есть это какой, вот ребята сидят условно целый год без работы, ну, да, на каких-то там коммерциях, да, но не такой основной своей деятельности, ради которого они пришли в это ремесло. Да. И у них есть всего 2-3 месяца снять полные метры, и о каком мы уровне кино можем говорить. И причем одновременно, у меня просто летом были съемки, и мне там пару ребят говорят, вот сейчас у вас закончим, потом ралли, басалат везде. Они говорили, просто сейчас жесть будет, все будут нас хотеть, все будут звонить, уже там будет, там, кто-то будет перебивать. Ты вылез в жатрулар. Да, я слышал. Ты же мне дал, ты же вроде со мной договорился. Ну вы же не дали, ну договорился, кто бабло дает, тот первый. Да. Рука Аскарова у одного Ильяса, наверное. Нога у другого в фильме снимается. Примерно вот так. Как сделать так, чтобы... Вот, я еще свою мысль хочу дополнить, что пересказать, что вот в Джокасисе команде ты всегда отвечал за вот за казахское, да, вот казахшылым бар. И как сделать так, чтобы вот, ну, мне кажется, это одна из твоих классных черт. Ты всегда чувствовал наш народ. У тебя всегда был этот пульт, и ты классно им управлял. И у меня есть не то чтобы пожелание, а вот как бы сделать так, чтобы наши дети бы смотрели казахские мультики. Просто потому, что я не знаю, что есть казахский мультик, который, там, знаешь, прям были в народе популярны. Я знаю, что там есть очень много, есть много сказок, да, которые тоже там от Ертыстыка до... Ну, Коксерек не сказка, конечно, произведение, но тем не менее, да, есть такие истории. Ну, а когда появятся вот мультики, которые будут вот обсуждать наши дети, да, и изучать казахский язык, да, потому что дети обычно говорят на том языке, на котором включен телевизор. Да, согласен. Нет, нужно просто больше контента, нужно делать. Например, у меня супруги племянники есть, им там по 5 лет, я помню, как-то раз просыпаемся, он кушать не хочет. Я им читал Казахмена, наш комикс перед сном. Я говорю, хочешь быть сильным, как Казахмен? Ты должен скушать кашу. Вот какая-то банальная, да, тема, Благород. Он реально, он говорит, я буду сильным, как он. И начал прям кушать. Я думаю, это же, оказывается, так просто. Я вот написал комикс, создал героя, и дети в это верят реально. Просто, значит, нужно больше давать, больше комиксов делать, больше. И сделать это таким трендовым, клевым, классным. Последние, знаешь, там, последние года 2, такая казахская идентика, вообще все, что на казахском делают, оно начало наконец-то быть таким стильным, модным, клевым. Не всегда это было. Раньше это часто было не такое прям. Сейчас даже какие-то шрифты все подбирают интересные, что-то как-то там стараются. Анимация растет, и нужно давать, короче, возможности создавать молодым. Я сейчас стараюсь очень много молодых ребят брать. Сейчас даже, например, на съемке же я пришел, там тоже был молодой пацан. Я вам одну классную историю расскажу, вам понравится. У нас, короче, у Beep House появился YouTube-канал. Не наш, фейк, в смысле. Кто-то начал заливать тиктоки наши, и в какой-то момент он набирает уже 800 тысяч, прикиньте. А официальный канал 200 тысяч. У нас, типа, которые ребята ведут.
Тот набирает уже 900, они мне все говорят, Бексултан, что делать? Я говорю, выясните, кто, давайте заблокируем. Короче, первая реакция, конечно, давай заблокируем. Ребята мне находят, говорят, ты какой-то пацан, короче. Я говорю, как ты понял? Говорит, вот это его ВК указано. Я говорю, ну-ка, дай-ка. Захожу, написано, город Ахтау, школа такая-то. 13 лет пацану. Я говорю, подожди, стоп, не блокаем. Давайте на него выйдем. Напишите ему сами. Ребята сами пишут, потом говорят, все, мы поговорили, вот его номер. Я ему звоню, говорю, так-то, так-то. Говорю, круто получается. Он мне говорит, подождите. Он еще, вы же знаете, как ахтауский? Тоқтай тұр, говорит. Қанаяқты 900 болып тұр. Давай мен миллионға жеткізейін, сосын блокировать ете бер. Я говорю, так, классно. Я говорю, нет, давай, я говорю, по-другому. Давай мен сен жұмыс қалайын. Говорю, мен саған 30 мың теңге төлеймін, говорю. О, говорит, тебе 30 мың теңге аз ғой. Говорит, давай, сейчас, говорит, типа, сон 900 тысяч, 90 мың төле маған. Миллион болса 100 мың төлейсің. И вот так, типа, будет расти. Я говорю, вот, вообще, он сам мне подсказывает, прикинь. Я говорю, супер, давай, говорю, ну, потом по цене в итоге мы с ним сошлись, я сказал, давай я тебе буду платить там 100 тысяч сразу, а ты просто веди канал, если будут какие-то цели выполнять, буду повышать. Он говорит, go. И вот он уже год у меня работает, пацан. Я там... Дистанционно. Дистанционно. Мы ему помогли потом ноутбук купить, у него там сломался. Но к тому, что он живет даже не в Ахтау, оказывается, а рядом с Ахтау там в одном ауле. Никаких там возможностей, только интернет. И пацан работает. И типа таких примеров много. Я когда хотел мультик делать тоже, я начал думать, как найти мне 3D-шников классных. Написал Казахстан 3D, пишу тупо, вот по-тупому, вот, хэштег. Смотрю, какие-то школьники. Нет, так было. Нахожу какую-то страницу, неплохо. Так, симпатичненько. Написано город Тарас, Ниш, короче. Я думаю, что, опять школьник, что ли? Что-то я ему пишу, да, оказался школьник. У него еще есть 2 кента. И вот они сейчас, я потом отдал одной студии, они там обучение проходят. Нужно вот таких находить. Не, очень важно. Жастарға сенемін дейді ғой, Мағжан Жұмабаев айтқан ғой. Вот это реально нам надо делать. Это не мы должны все ждать. Да, и у них учиться надо. Да, и у тебя должно быть 5 учеников. У Куки, там, у Айсултана, у всех, кто у молодой. У меня есть, у меня и так. Ну вот, вообще это круто, да. Да, вот у меня. И мы тогда молодое вот поколение взрастим, которое трав. будет рвать, метать. А по контенту, чтобы дети смотрели, надо просто делать. Если вот сейчас кто-то смотрит, у тебя давно есть там идея комикса, мультика, делай. Если нужно, напиши директ, там что-нибудь придумаем, поддержим. Мне недавно девочка написала, Магнифицум называется, по-моему, Инстаграм. Магира, короче, ее девочка зовут. Она говорит, пишет, я мечтала сделать комикс. Что мне для этого нужно сделать? Я говорю, начни просто. Присылай, если что, я тебе помогу. Она в итоге сама сделала. Про Хамбаба и Батыр она сделала комикс. Можно перебью? Я просто хочу эту тему больше углубиться. Вот насчет того, что насчет ребят, школьников, которые сейчас заканчивают, да, новое поколение, которое только школу. Их очень нулевая терпимость к какому-то что-либо несправедливости. Да. Я это прям очень сильно замечаю. И также, да, вот ты рассказываешь, что также вот я тоже беру часто ребят к себе на работу, и у меня они, обычно они ко мне приходят там с 20 лет, 21, то есть у меня так тоже работает. Вот я сейчас взял мальчика, парня из Ахтау, который вот ему сейчас 17 лет, да, и самое, что интересно, вот на самом деле я замечаю, что я у него учусь много, я очень многому учусь, и то есть он тоже так, появился там, просто намастировал в Атрау, после он дистанционно работал над тем, чтобы делал, вот если видите на нашем Замандасе тайм-код, он нам делал тайм-коды, оттуда начинал, потом писал, я всегда ждал от него рецензию на подкаст или на какой-нибудь фильм. Я ему пишу, и он мне говорит, что за рецензия Хайда, потому что мне важно, он рецензии у него такие пишет. То есть... В следующий раз это давайте. Они еще открытые, заметили, они сейчас молодые, они спокойно в лицо да. Ну, это классно. И к чему я еще ввел, что вот у них нулевая терпимость к чему, и они очень четко разбирают все вот эти течения, да, все вот эти, и как они разобрали, да, допустим, вот ребята, да, молодые, как разобрали, условно, те же самые шутки Евгения Чеботкова, да, то есть условно, то есть они так посмотрели, пересмотрели, говорят, ребят, вот над тем, что вы смеялись, на самом-то деле там не все так классно, да, и я очень, на самом деле, удивлен и поражаюсь, и мне радует, что есть такое сейчас поколение, которое у них минимальное, у них терпение к несправедливости, и они высказываются, пишут, они закэнселят любого. Плохо это, да. Они любого, да. Ты от этого кэнсела не уйдешь, да.
То есть тек қана қазақша, да, еще они очень стильные, да, Да. казахи, со вкусом, свободно говорят на нескольких языках. И я вот смотрю на это, ну, я не хочу этого, как вот, знаешь, уже такой старый. Я такой, Вместо качалка станет. да, я хочу такой, ребята, такой, я еще такой, я хочу с вами дружить. Возьмите меня в команду. Я хочу с вами дружить. Вы меня научите, я вас чему-то научу. Я в ТикТоке постоянно вижу всякие клевые примеры, что школьники сейчас офигенные. Недавно видел видос, есть такой типа тренд в ТикТоке, анти-бэкпэк дэй. Когда ты вместо рюкзака приносишь, ну, что хочешь, кастрюли там. Кастрюли, не знаю, что хочешь, можешь принести. И в одной из школ матинских они делали тоже. Я капец ржал. Получается, вся школа принесла не рюкзак, а там ящик. Кто-то тележку притащил вместо рюкзака. Я думаю, клево, значит, они как-то все сговорились, сняли тренд такой, каждый себе контент поснимал. И для них, кстати, контент снять тоже не проблема, заметили? Сейчас что-то смонтировать, у нас же в стране каждый второй мобилограф. Ну, да. Поделиться с миром, что-то Мобилограф, открытым, так, да. технологией. Вот, говорю, телеграм-бот написать, изи вообще. Это круто. Ну, все так классно, но меня немножко смущает то, что, блин, все-таки все школьники сейчас в телефонах, и тренд задает телефон. Братан, у тебя даже бабушки и дедушки в телефонах сидят. Да, но, блин, мне как будто бы не хватает, знаешь, вот этого простого, чтобы они во дворе там мяч попинали, что-нибудь такого. Ну, есть Ну, такое, это да. да. проблема. Вот я смотрю, я такой, да, конечно, вы классные, вы современные, вы умные, они сейчас они реально все умные, блин. Да, там у них словарный запас в 5 лет, я такой, нифига себе, я это слово позавчера вон где-то прочел, мне кто-то объяснил, да. Но иногда, вот, да, я вот даже смотрю во дворе, иногда мне не хватает этого обычного, знаешь, там, Ну да, футбол согласен. поиграть, там, чтобы у одного там колено было разбито, блин. Сейчас у всех детские площадки все резиновое такое, знаете. Знаешь, еще я заметил, Не что, знаю, чуть-чуть не хватает мне. что в детских площадках нету площадок для подростков. Ну, Мгм. мало. То есть я вот заметил, вот по всем вот этим новым ЖК, не ЖК ходишь, есть очень много классных площадок для супермаленьких детей. Ну, для вот после А для школы. подростков что это должно быть? Ну, это футбольные площадки, это Кольцо, большие футбольное площадки. Просто поле, я помню, турники. турники, да. Я Мгм. когда там играл, я такой, о, я пойду там до 95-ю школу, я пойду в 16-ю школу, о, я пойду играть там в 36-ю Ты школу. что, на тех районах реально Братан, был? да. Я в 95-м, в 36-й Да, учился. я тоже знаю. Это пример Шагаудинова, Гоголя. Да, Да, да. ой, там ужасно. По тем временам это была ужасная школа. у них была Но огромное у футбольное меня в поле. памяти очень запечатлилось, что, не знаю, там и лэптоп говорю, крикет играли, и ребята. Бейсбол, Не, бейсбол. я бейсбол играл, еще ребята крикет У играли. меня на там. районе до сих пор играют индусы квики. Индусы. То есть все какое-то такое, ну, то есть это же еще детство искаженное, возможно, да? Ну да, Возможно, да. это было не так, но было ощущение, что, ну, вот моя мама искала меня по нескольким дворам. Да, И да, так, да. подожди, он не тут, наверное, он там. Что, Наверное, дворов всех он названия там. знал, да? Да, и если кто-то пропадает, какой-то ребенок, его все дворы ищут. Я И помню потом, несколько... ой, Кана, тебе сейчас дома вставят. И ты идешь такой обреченный Да, уже. Счастливый идет. Несколько раз так было, и я вот сейчас замечаю, что нету площадок для ребят, для старших, ну, школьников таких, чтобы... И вот я строю ЖК за ЖК, да, вот любая площадка, условно, да, хорошая, да, это, ну, потенциально там земля, ну, блин, он поставит ЖК, это сколько $1 000 000? Это же бабки все. Ну да, то есть, а чем построить там одну, там, условно, один классную баскетбольную площадку с футболом, да, там, с несколькими классными газонами, нет, это ты что, это невыгодно. Невыгодно людям создавать комфортную жизнь. Че говорить, у нас есть вон стадион, запасное поле возле центрального стадиона. Если смотреть Офигенный, справа Коля, от я него. там и где Огромный стадион, мать Да. его, огромный стадион. Малый стадион назывался, да, он? Не знаю. Да, там бейсбол играли тоже. Там бейсбол играли, там 400 метров поляна. Блин, просто стоит без дела, просто делали ремонт, все бросили, оставили. Я раньше там бегал, теперь просто пипец. Да, я там тоже играл в бейсбол, братан. Блин, если вы не можете это все отремонтировать, сдайте кому-нибудь в аренду, да? Пускай кто-нибудь сделает, Да, у какой-нибудь меня- частник, и пускай он берет за эту Блин. плату там 500 тенге вход. Там еще раньше ребята легкоатлеты играли, бегали, там очень много Да, было. там ядро бросали, Там офигенное там поле было. прыгали, да? Капец, вы загрузились. Не, ну серьезно, это Не, обидно. очень грустно, очень Почему? Ну, грустно. я в Почему? бейсбол не играл, но у меня были пацаны, которые в бейсбол играли, да, я слышал. Да, это офигенно. Кстати, почему я играл в бейсбол? Потому что это единственная летняя площадка, которая была бесплатная. То есть я не мог, ну, для меня все там футбол, там куда-то идти надо было, чуть-чуть было платить.
И это было возле дома. Это единственное, что куда можно было пойти бесплатно. Тебе дают экипировку, тебе ничего не надо. Ты выигрываешь, тебе кормят пиццей, хот-догом. Рахат. Я каждый... Так Кана полюбил бейсбол. Я тебе скажу... Как она полюбила Америку, если представить. Да. Я тебе так скажу, что мы вот там 2 года бейсбол играем, да? Мы уже поехали на чемпионат Европы. А кто это финансировал? Это финансировали экспаты, которые работали в американской компании, как ExxonMobil. Их дети, они привозили с собой детей, и чтобы детям не было скучно, да. они создавали такие... Потому что в каждой команде были их дети, играли в бейсбол, и они привозили с собой оттуда формы, они привозили всю экипировку, перчатки. То есть и там несколько крутых лиг было. Малая, средняя, старшая. То есть и там и эти лиги были еще и по Центральной Азии. То есть мы ездили там, в Москву, в Шымкенте была команда. То есть их было мало, но это было такое маленькое классная комьюнити, и очень игра, очень, на самом деле, супер веселая. Она, по сути, такая очень френдли игра. Там не надо быть обязательно таким атлетом, да? Но ты в нее можешь играть, и это супер весело. И, у меня очень много воспоминаний с детства, и там, когда для меня был, наверное, культурный шок, когда вот эти, вот сейчас, да, модно же вот эти условные, которые кресла разбираются, но на кемпинг берут обычно. Тогда американцы приходили, брали кемпинг, палатку и смотрят: «Джон, go, Ежан, go, Хана, go». И ты такой стараешься, потому что знаешь, если мы выиграем, мы пойдем кушать пиццу. Мотивация была крутая. И просто хочу сказать, что 2 года мы играли в бейсбол, и мы в Европе 4-е место заняли. В Европе, в Польше. Да, мы просто разрывали. Казахи неплохо играли. Ну и потом, то есть я играл с 10 до 15 лет, и все, и потом эту лигу закрыли. Обидно. Я Потом просто экспаты уехали домой. Был один раз на бейсболе, Айсултан, я ездил к нему в Америку в гости, он меня повел на бейсбол. Я в шоке был, какой это крутой спорт. Да. Я еще ничего не понимал, и он мне объяснял, хомран деген, короче, бүйтесің, адамдар, пицца жеп отыр, реально. Но я понял, что на бейсбол не ходят похавать. Это шоу, это типа ты хочешь похавать, и ты смотришь как телек. Да, как телек. Ну, круто, как много там людей, я в шоке был. Да. Еще вот в Америке крутая у них тема, что это спортивная нация. Да, у них везде о спорте все. Нам тоже немножко иногда не хватает такого. Здесь бокс, крыс. Я в школе учился, пацаны ходили вот только футбол, борьба и бокс. Вот, больше ни на что не ходили. Бейсбол мои пацаны вообще... Да, бейсбол, ты далеко что был, играешь? Бейсбол? Да. Это крыски ормочку был? Да, типа того. Но ничего, у меня... Я все равно был странненьким, и для меня... Ханатхол это, Да, ты был странненький, серьезно? Ну, я был творческий такой, я был такой, да что, я бейсбол играю, ребят. Но мои ребята все равно болели за меня, они приходили, мои одноклассники, я помню, приходили болеть, они ничего не понимали, но не хотели играть, но болели за меня. Они, наверное, думали, что ты выиграешь, и дашь им кусок пиццы. Кстати, мы выигрывали, да, и вот что еще потом, я был еще тренером. Помощником тренером, и тоже со своей командой мы дошли до чемпионства. А что ты сейчас не откроешь? Да, вот мне тоже интересно, почему у нас нет своей команды? Я, кстати, думал об этом, когда там 5 лет назад, когда еще кто-то играл, взять под себя команду. Но это летний сезон, и ты должен быть в основном быть в городе, а я часто в разъездах из-за этого. Но я подумал, если ребята, кто смотрит бейсбол, если вы хотите создать еще лигу... Мне кажется, много кто поддержит. Let's do it. Но нам нужно поле. Вот в чем прикол поля. Полей Вон нет. то поле восстановим, да, которое запасное. Запасное 95-я школа тоже хорошее поле было. Не, сейчас еще и на Казгу было. Они накрыли. Сейчас они, кажется, там сделали мини-футбол и продают его в аренду тоже. Вот поле возле центрального стадиона. Везде бабки, везде капитализм. Ну, как ты хотел? No money, no honey. No money. Мне кажется, сколько мы пишемся? Мне кажется, потихоньку можно... Ну, так, мне кажется, мы можем так долго писаться, да? Да. Да, я могу кинуть любую тему, и можем общаться долго. Ну, супер. Нет, Нет, что-то было, как будто бы. Или все ты хочешь уже, все? Не знаю, если есть что-то, мы можем... Что-то как будто бы было. Но бейсбол — это тема. Вот от бейсбола что-то было. Это единственный вид спорта, где можно вот так жвачку жевать, короче. И кепки. Играть. Да, и просто стоишь ты, короче, крутой, понимаешь? Один раз поймал его вот так. Не, прикол, короче, там такой, что ты мяч кидаешь, ты, там такая физика мяча, что он может, питчер кидает мяч, и он может по-разному залетать, и ты должен отбить этот мяч. И как ты отбьешь, там есть схемы такие, что он может полететь туда. То есть это очень интеллектуальная игра, это не просто там ударить, бить, там ты должен, там психология, вот ты, и битва твоя между тобой и чуваком, который отбивает. И у вас айс такой, знаешь... И вы смотрите на друг друга, и у вас борьба. И кто вот по психологии, кто вот выдержит, сделает, он сделает так, чтобы ты не отбил.
Или так, что Ну, ты знаешь, мне на этом такую плане очень короткую крутая игра. мысль тоже наталкивает, что американцы из этого... Это же прям вот бейсбол и все мы же ассоциируем с Америкой. Это бизнес, братан. Это бизнес, согласен. Но вот я вот ездил тоже в Корею, когда я думал, блин, как бы нам тоже вот такие наши культурные вещи прям анда что Кстати, да, Корея очень бейсбольная страна. Да. У них тоже есть бейсбол, да. И, ну, потому что они на Америка еліктейді, они на них смотрят. И И они электит еще даже лучше делают. Да, У них да, бейсбольная часто. лига даже она очень крутая. Вот нам прям спортики. Да, и вот они вот это, там, өзінің тамақ жегенің, там, сериалдарын, они так круто это подают. Но я, например, кей-поп, например, когда ехал в Корею, я думал, что там все будет в кей-попе, короче. Но я такого не увидел. Я увидел рано. очень много минусов в Корее, которые я даже не задумывался. Типа чего? Ну, там, например, очень грязно бывает на улицах, мусора дофига. Они просто на землю кидают мусор. Но его, конечно, в тот же вечер убирают, Да. но... Это издержки мегаполиса, наверное. Да. Но в плане, например, бизнес-процессов, как они там... Они очень долгие. С корейцем бизнес строить, это прям испытание по-своему. Как они делают ивенты, например. Мы в этом плане более задроты здесь, в Казахстане. И, нет, вы меня что-то с той темы сбиваете. Я говорю, вот у нас же есть, например, Да, Асвой Нау, или там какие-то наши... У нас же там национальные... Национальные графишки. Ну, что-то типа такого. Есть кокпар, например. Кокпарный, например. Да. Почему его модным не сделать? Трендовым почему не сделать? Ну, просто я понимаю, что... Его делают трендовым, просто вот ты не в этом инфополе. Да, это Вот, в да. этом ты не в... Потому что я с ребятами, которые хожу на бокс, они вот так на бокс, а потом все, как по ракете, такой, что, серьезно? Ну да, у нас там соревнования, у нас там... Что, Барасымба такой? Я қана, атшаласың ба? Я жүрсей көкпар ойнайын такой, ребята, я снимал көкпар, и, знаете, идите, Бля, мощный, это мощный спорт. Мощный спорт, да. да. Нет, мы же видим, ты сможешь. Вот, и вот так меня хотят затянуть, не знаю. У меня там дядька федерации, между прочим. Ну, то есть то, что... Такие и вещи, эти- как их модными сделать надо, пока они не модные. Сделать про это аниме. Вот, это, кстати, у меня была такая идея, аниме про кокпар. Красавчик, ты прям прочитал нашу мысль. Мы когда хотели сделать с пацанами аниме, я думал сделать аниме про команду. Типа, короче, чемпионат, представьте. Как будто кокпар это, в общем, мировой спорт. Во всем мире играют кокпар. Приезжают такие ковбои, американцы, короче, приезжают Вау. в кокпар. А есть же такие. американская команда Кокпару? Я слышал, да. Приезжают бразильцы, прикинь, такие, Рио, Дангелет, раз на лошади, там, карнавал устраивают, короче. И у нас топовая, короче, мировая команда, и она бах пропадает. И нужно ноунеймом стать чемпионами. Чисто на аниме стиль, да. аниме. Можно про Кокпар тоже брангами бар? Я там не брах, но можно скажу? Да. Короче, Netflix приезжает, хотят в Казахстан приехать, хотят снять фильм, у них есть проект Home Game называется, проект про странные, разные интересные игры, которые не сильно популярны в мире. Что за они же сняли? Брат, Қазақстанға всё, келеді ғой бірінші. все. Қазақстанда түсірейік дейді. Да, я знаю. эту Қазақстанда Суман звондайды. Там, вот мы тебя знаем, нужен, короче, фиксер, давай поможешь. По итогу они не договариваются. Федерация Кокпара, когда вот это же Тлеухан, Бекбулат Тлеуханов, который сейчас работает в Турции после Кантара почему-то. И вот, короче, он их, посылает, даже не принимает ребят, продюсеров из Netflix, они такие, слушай, Кана, что-то у нас не получается, что-то как-то казахи морозятся, и мы подумали снять это в Иссыкуле, а кыргызы дали все, они дали всю площадку, конюшню дали, то есть сделали настолько... И я такой, я ждал этот проект, и они говорят, все, мы будем в Кыргызстане. Я говорю, ребята, а можно давайте я приеду? Они такие, ты там на фиксер уже есть, там вроде лайн, я говорю, я же оператор, там, давай. Я приехал со своей аппаратурой, короче, меня взяли как 4-м оператором, additional фотограф, но дело не в этом. И я-то думаю, документальный фильм, и они ждут, все, приедет казахская команда, должна приехать казахская команда должна приехать. И я думаю, окей, снимает Netflix. Казахская команда, по сути, они с кыргызами, у них как Байга, как Реал Мадрид, Барса, да, Эль-Классика, своя Эль-Классика, национальная почва. И я думаю, если казахи пройдут до финала, то они будут главный герой, и все. И про них снимут фильм, про этих снимут, и они так ших. И это тоже крутой промоушен. И я все жду казахов, а я там один казах среди кыргызов. И они меня так, по-доброму стибут. Знаешь, что там? Казах, что там? Казах. Да, такое, все по-доброму. Но, тем не менее, и не наши не приезжают. Почему?
Кешіп қалды, брат, опоздали. Нет, наши не приехали, просто принципиально, короче, стали позу, не захотели. Туда ехать, да? Да, не захотели, что-то не хотели в это. А там, ну, то есть соревнования, это президентские там соревнования, которые проходят каждый год, это не простой чемпионат, это прям большой чемпионат, который я вот первый раз видел, что на Кукпаре весь стадион, как вот футбольный стадион собирается. То есть для меня на финале ты такой вообще какой депутат, потому что я такой никогда не видел. И как нам осмотрел, что вот казахская команда, да, не приехала, не была. И вообще в целом профукали все да, это. и профукали такую возможность. И мне так горечно, больно было от этого. И А вот. вышло на Netflix это все? Вышло на Netflix, классно. Посмотрите Home Game, серия Кокбуру. Ищите меня в титрах. Да, так что, казахтар, это, ну, пошустрее будьте. Не надо, если есть возможность, надо соглашаться. Короче, вот такая вот история. И мне было так прям вот... Знаешь, почему в твоей анимешке казахи в итоге в конце вернутся и победят всех? Чего? Потому что если, ну, только их кони знают, что если они проиграют, их съедят. Хорошая концовка. Это шутка классненькая. Я так готовил ее, так долго. Да. Не знаю. Сендермен болған Зайдет, не замандас. зайдет. Да. Бәріне рахмет. Да, Бексултан, Қазыбек, Ержан Алдаберген, Қанат Бейсекей. Сендермен замандас болғанына қуаныштымыз. Дәл осы жерден аспанға